Здравствуйте, я Гарри Табах, Юрий Табах. Я капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке. Я прослужил почти 30 лет на разных должностях в разных странах. Когда я был командиром в антитеррористическом центре НАТО в Турции, я узнал про такую национальность, как чеченцы, и понял их историю немного. Мне давали доклад каждое утро о террористических актах в мире. Хамас, Хазбулла, ИГИЛ, Аль-Каида, Тами Тайгерс, Красные бригады, ФРАК, разные. Среди них были чеченские террористы. Я тогда еще хотел понять, что это означает чеченские террористы, что есть целая нация террористов. Но так работала российская пропаганда, которая убедила почти что весь мир, что чеченцы равняются террористы. Неважно, дети, взрослые, старики, ученые, актеры, художники, инженеры, врачи, все террористы. Ну и когда я начал это изучать, я понял, что это не совсем так. И ведь чеченский народ много лет, сотни лет борется за свою свободу и независимость. Поэтому я хочу обратиться ко всем людям, для которых слова как свобода, независимость, честь, совесть, в конце концов, не пустые слова, а слова, которые имеют значение вот здесь, у них внутри. Хочу сказать, что многие из нас, блогеры, люди, которые выступают, которым мир не безразличен, нам часто шлют, что благодарности, но также и шлют нам и посылают угрозы, проклятия, ну или какую-нибудь другую дурость. И обычно мы на это не обращаем внимания. Но как-то кто-то сказал, что про гитлеровскую нацистскую Германию, если вам угрожают и говорят, что вас хотят убить, есть реальность, что они это могут сделать. Это тоже нельзя просто так спускать с рук. Так вот, я хочу обратиться ко всем честным людям, что сегодня в опасности жизнь моего друга, моего товарища, чеченца. И опасность, потому что он чеченец. Опасность, потому что он выступает за независимую свободную Чечню, за права человека в Чечне. Его зовут Асланбек или Аслан Арцуев. Прекрасный человек, у него свой блог. Так вот, сегодня угрозы. Он живет в Германии. Угрозы в его сторону и серьезные угрозы. Мы знаем, что в Германии уже были покушения, убийства, несколько чеченцев. Мы знаем, что некоторых чеченцев выдали в Россию, те, которые воевали против ее оккупации. Мы знаем, что в Украине сегодня тоже есть списки людей, чеченцев, которые не доказаны никаким судом, ничем, но они каким-то образом попадают в списки бандитов или воров в законе, подлежат депортации, правда, непонятно куда, в Россию опять же. Люди, которые воевали против России. Воюющая страна. Поэтому сегодня в мире, когда американское лидерство слабое или вообще не существует на данный момент, левые силы приходят к власти во всем мире, они начинают искать виноватых, они начинают искать, угрожать тем, которые протестуют, которые за свободу, которые за права человека, которые за независимость, будь то в Украине, будь то в Германии, будь то в Соединенных Штатах Америки. Ну, я уже не упоминаю Россию. Так вот, Аслан Арцуев, запомните это имя, пожалуйста. Он один из этих борцов. Он смел, умен и довольно-таки обаятелен. И поэтому он создает огромную опасность для таких режимов, как в России, для таких режимов
левых в Европе движений, да и сегодня в Соединенных Штатах Америки. Поэтому за него заступиться я не думаю, что кто-то решится это сделать. Поэтому запомните это имя. Асланбек Арцуев, Аслан Арцуев. Смотрите его блог, пишите. Только таким образом можем защитить его. Таким образом можем защитить чеченцев. А таким же образом мы защитим самих себя. Потому что если мы будем это игнорировать, то после чеченцев будут узбеки, после узбеков будут евреи, после евреев будут армяне, потом чукчи, кто угодно. А потом будут и русские, и украинцы. В общем, я не знаю, кто будет в этой очереди, но мы все окажемся. И история нас учит этому. Но, видимо, мы не все уроки понимаем. Еще раз. Аслан Арцуев, пожалуйста, встаньте на его сторону, стойте на правильной стороне истории. Капитан Юра, over and out.